Всем привет-привет, с вами канал Life, и мы поехали в Пионерский. Вот тут у нас, значит, какой-то блок, поезд полный. Мы зашли в первый вагон и бежали до последнего, чтобы найти просто себе место. Ну, Максим, он взял себе маленькую. Почему маленькую? Пошли. Вот. Запыхался. Маленькую, потому что у меня еле хватило 55 рублей, чтобы ему купить. Не было сдачи с 2000. Карточки у меня с собой нет. Я карточку в той куртке, видимо, оставила. И вот мы в попыхах такие мокрые. Сейчас будем выезжать в 11:11 поезд. На улице +8 сейчас. Ну, теплее, наверное, чем солнце. Да, очень тепло, хорошо, в общем, на улице. Мы еще узнали, что билеты можно купить не просто в кассе, а в поезде. Уже да. Сесть, купить в поезде плюс 24 рубля. Да, просто будет на 24 рубля дороже. Мы этого не знали. И стояли в такой огромной очереди. Оказалось, мы зря стояли. Так, давай, пей. Кто-то опять ноготочки не обрезал. Сейчас, в общем, поедем. Вот мы поехали. Табло уже +9 показывает. В общем, мы поехали, едем задом. Представляете, когда ты сидишь, едешь, не смотришь вперед, а задом едешь, а тебя как будто тянут. Вот такая вот история. Сейчас будем развлекаться, заниматься тут. Я пасьянс с собой взяла, поснимаю. Вот такая толпа. Сегодня погода, хороший выходной. И мы стоим в этой толпе. Прибыли в Пионерский курорт. Вот наша электричка. Туда дальше все поехали в Светлогорск. А мы идем в город. Так вот все выглядит. На улице вообще тепло. Просто вот весна. Скоро все уже совсем растает, потому что, зима была невероятно холодная. Прям такое не бывало, конечно, здесь. Лет 25, наверное. Но, слава богу, мы ее пережили. И теперь можно радоваться жизни, сколько даст нам Господь. Вот. Ну вот, видишь же выход в город, ты говоришь, что... Нет, вот сюда, да. Нет, ты говоришь, что надо где-то прикладывать. Я думал, как в Светлогорске сделали. Ну, нету. Так, ну что, сейчас мы будем разбираться, где море. Вот, это тяжелый случай. Я понятия не имею, где оно. Поэтому будем искать. Мы нашли магазин Spar. И хотим что-нибудь купить, попить. И может Максиму перекусить. Цветы. Вот палпи есть, соки. Вов, ты себе что-то будешь брать попить? Нет, мы таскать не будем. Мы же пойдем в кафе, успокойся. А где вода у них, интересно? Хочешь булочку? Вов, а вода где? В кафе пойдем, потому что... Не, я думала, может, ты что-то хочешь. Так. Я думаю, что представление о магазине продуктовом у всех есть. Так что мы пошли воду искать. Мы идем по Пионерскому. Пойдемте вот сюда перейдем.
На улице тепло-тепло. Максим расстегнул курточку. Я ему говорю, не расстегивай, Максим. Ему без разницы. Мы идем к морю. Вот так вот, видите? Все, и нам прямо. Мы выходим к морю. Сейчас пойдем и прямо. Такая погода прекрасная. Так, давайте обойдем. Так, с этой стороны попробуем. Ой. Мы вообще вот в этот город даже с Вовой не ездили. Пионерский. Смотрите, какие дамочки стоят с собачкой. Какие симпатичные. Торговый центр Пионерский. Секонд-хенд, корейская косметика, бижутерия. Грамота на то и есть. Надо вывеску прочесть. Вот иду и читаю. Сабаня. Магазин Кооператор. Представляете, это с 90-х, наверное, или с 80-х. Кооператор-то. Нет, это 90-е. 90-е, да. Кооперативы когда были? В 90-е? Вот. Советская еще. Практически постсоветское. Такое время. Видите, какая почта. А вон там шпиль какой-то торчит у большого здания. Жилой дом. Вот море видно. Уже море видно. Так, чуть попозже сейчас доснимаем. Может быть, есть похожие моменты. Озеро, да. Так, вот у нас, значит, тут стенд такой. Пионерский курорт. Пионерский городской округ. По 21-й улице спустились. Так. И перешли. Да вот мы где-то, вот улица рабочая, значит. Нет, вот 16-я, видишь, розовая. А, Вот мы повернули как раз. И здесь сейчас будем море здесь тоже. спускаться, что ли? А где променад? Сейчас. Так, ну ладно, пошлите. Я здесь не спускалась. Однозначно. Ух ты, какая лестница. Вов, такая лестница высокая, я ее не видела. Да. Так интересно. А мы же на машине приезжали. Слышишь? Мы же на машине приезжали. А там вообще другой, на машине в другое место приезжали. Какая интересная лестница. Стекла уже. Да. Я не вижу. Красивая. Прям мне так нравится. Ретро такое. Так. Я поняла, где мы. В общем, мы вот туда всегда подъезжали на машине. Вот туда. Видишь, там, где муравейники, люди бегают по пляжу? Да, но там из-за строительства закрыли. Да. Вот как красиво. Там лебеди, смотрите, плавают. Люди их, видимо, кормят. Так. О, что-то построили там впереди. Ага. Прикольно. Ну, будем сначала гулять, а потом в кафе пойдем или наоборот? Ну все, пошлите. Это прям как этот пляж с кораблями. Здорово, да? Угу. И вот сейчас, Вов, вот этот променад, он такой длинный. Видишь? Такой
Вот если ты сейчас вот туда посмотришь, Вов, вот туда посмотришь, ты поймешь, о чем я говорю. Смотри, какие наледи выше человека роста. Да, большие наледи. А? Это пляж матроса можно назвать. Чайки вокруг. Да, лебеди. Смотри, вот там льдины плавают и чайки на них. Да, да, прикольно прям. Не знаю, как камера захватит. Ну, камера, наверное, не захватит, но Прикольно, все равно как нам-то будто видно. Кто-то накатил такую пару. Ага. А вот тут, смотрите, здание такое на горе стоит прям. Так интересно. А мы скоро дойдем еще и до резиденции президента. И еще ее вам покажем. А Что вот. там за постройка? Типа такой же лифт, как Светлогорск? Ну, мне кажется, да. Скорее всего, что да. Потому Нет, что не ходили, потому что очень много народа. подниматься все равно тяжело. Многие хотели бы на лифт спуститься. Нет, спуститься-то ладно, подняться тяжело. Подняться хотели бы многие? Угу. Ну вот, идем, гуляем. Идем. Почти уже дошли до резиденции. Ну, еще далековато, конечно, но не так уже. Вот, заметили, море совсем штиль. Вот. Вообще никаких волн нет. Еле чуть-чуть рябь от ветра, может быть, и все. То есть вообще вот спокойное, преспокойное море. Совершенно. Это ж надо. Вот там уже виднеется резиденция президента. Так все это выглядит. Так чуть-чуть слышно его, слышите? Видите, на горе тут так вот все как-то обустроено. Интересно. Какое-то здание стоит. Тут дорога есть, можно, я так понимаю, что где-то спуститься с променада. И вон там и спуск, и по горочке наверх. А вот там еще, видишь, лесенка в парке или где? Парк? Да. Ну, значит, там парк. Там какая-то беседка, фотографировались. То ли Ага, молодожены, точно. то ли молодожены, то ли мне показалось. Вот как в Янтарном тоже наверху стоит беседка в парке. Или не беседка, а железненькие такие штучки с сердечком. Да. Да-да-да. Вот тут вот, видимо, наверху парк. И вот прям такой склон высокий, там сосны, березы. Так все это величественно прям смотрится. Вот это первая сторожка резиденции президента. Там камеры полностью. То есть подходишь, тебя снимают. Камеры скрытые, ну не скрытые уж. Их видно. В общем, полностью там видеосъемка всего объекта идет. Все, полный контроль. Там. Вот дошли мы до сторожки, до этой первой. Лестница. Вот идем. Запрещенная зона была вот здесь, вот за забором, походу. Ну, там просто написано Аварийный. проход запрещен, аварийный участок. Но сейчас-то тут уже все починили же. Был аварийный, да, когда все штормом снесло, обрушилось. А сейчас-то все в порядке. Можно гулять, ходить. Полы, видите, еще льдом покрыты. Угу. Интересно, тут пригорок и сосны, видите, как наклонены. Ой, скользенько. Вот так наклонены они, потому что на них, видимо, ветер дует, они вот так растут криво. Прям ручей. Разные беседки всякие, какие-то здания интересные, маленькие.
А вот там сама резиденция. Ну, сейчас уже вот даже тут лед. Ради президента растаял лед, понимаете, на променаде. Там везде полностью лед, а здесь вот нету. Видите, тут немножко трава, снежок, все вместе, да? Ну, весна. Красиво очень. И вот мы идем, там пешеходный вот этот мост, уходящий в море. Шикарный. Как же сегодня хорошо, на улице тепло. Солнышко это светит. Солнышком вообще тут все, вот видите, растаяло по мостке. Видите, какая дорожка тут. Парк такой для президента. Ай. Супер. Там сейчас дальше опять лед. Вот, видите, здание какое красивое. Там где-то есть даже углубление, как... Это дом президента. А? Это дом президента. Да, это резиденция. Резиденция. Ну, дом это и есть, конечно, резиденция. Вот видите? Смысл другой. Вот видите, с обзорной точки видно полностью здание резиденции. Шикарно. Такой дворец прям, да, вот большой, домина-то. Пляжик такой, все. Можно вот сюда раз по лесенке спуститься, на пляжик сходить. Вот, можно. Стараюсь быть аккуратней. О, меня бережет. Так. Вот, можно зайти на пляж, видите? Подойти к морю. Вот резиденция. И вот море замечательное. И так тепло, тепло, тепло на улице. Я так рада. Весна началась от Калининградской области. Это очень приятно. Приятно, что весна пришла к нам. Что она нас не забыла, что она здесь с нами. Видите, тут еще снежок вот так. Все снегом покрыто. Вот. Водичка чистая, чистая. Чистая, чистая прям. Вон там льдинка, что ли, плавает. Вот льдинки, видите, откалываются, плавают тоже. Смотри, как уточка туда забралась. Какая? На Ага, волнорезе. ага. Подлетела, у нее крылышки есть. Здорово как. Максим открыл купальный сезон, провалился ногой. А мы сейчас пойдем дальше. Он снял носки, теперь вот он такой вот красавчик. Хи-хи-хи. Сейчас будем искать магазин, чтобы купить новые носки. Холодище, да, только что жарище было. Расстегивал курточку. Сейчас уже холодно вдруг стало. Ну так понятно. Поэтому я и хотела, что какие-то простые самые чоботы купить. Ой, так, ну прогуляемся. Поищем выход в город. А тут, может, уже есть выход в город, нет? Да нет, там далеко обходить. Да есть. Ну да, я гляну. Поднялись опять с променада в город по дороге. Крутой был подъемчик. Вот тут такая вот, видимо, гостиница или дом. Так прикольно вообще, так красивый. По-моему, это дом, потому что тут белье сушится у людей. Вилла Ларк или Дарк? Парк, рядом парк. А, парк. Ларк, Дарк. А это парк. Видите, какой домик. Какие балкончики прям витые. Мы и пошли искать. Или мы в Светлогорск поедем. Нам где-то нужно найти носки. Носки. Ну, может, и в Светлогорск, да, еще поедем. Потому что Владимиру Николаевичу. Ну, давай пошли. Ну, там далеко нам до Спарты, наверное. В Светлогорске просто мы знаем, где поесть, а здесь нет. А Владимир Николаевич изучать не хочет, видимо. Так, надо не свалиться в гаражный отсек. Было бы замечательно. Вот. Ну, я думаю, что может тут и поближе где-то есть магазины, но
Вообще, что это за райончик такой? Ну, это прям вообще шедевральное здание, конечно. Это улица Комсомольский переулок. Вообще, конечно. Я знаю, знаю. Пошлите по тротуарчику. Видите, какие тут прям домики-то богатенькие стоят. Вот здесь вот музей. И даже бюст Калинина. А тут больница. Или на стадион. Ой, спортзал похоже. Больше-то. Когда больница. А почему такие окна, как у спортзала в школе? Просто там скоро стоит. Интересно. Такое странное здание немножко. Прям какая-то новая скорая, новый вид. Мне кажется, это нет, это школа. Смотри, тут детская площадка. Школа. Ну-ка, тут написано, что это. Вот, Приемная- санаторий. Приемное отделение. Детский ортопедический санаторий. А, ну это ясно, почему здесь скорая стоит. Ну, Аптека. прямо? Да. Аптека тут. Хорошо. Стоит. Мы сидим в круассан-кафе, тут куча народу. Вот такой Максиму лимонадик принесли. Клубника, банан. Прикольный. И вот нам принесли синий чай, но я не могу его открыть, чтобы показать. Вова, а как открыть чай, чтобы показать? Я хочу показать, а чайник не открывается. Вот такой вот он, синий чай. Называется орхидея какая-то белая, что ли. Вот. Взболтали напиток. Интересно прям. До сих пор елочка стоит. Народу очень много. Вот мы в Светлогорске в круассан-кафе. Вот Вова наливает мне себе уже синий чай. Это вот мне налил, себе. Такой вот синенький чай. Посмотрим сейчас, как он на вкус. Принесли Вове равиоли с шпинатом и рикоттой и кедровыми орехами, а Максиму равиоли с курицей. Максиму принесли пюре с шницелем, а мне салат. Сейчас попробуем. Мы уже решили поехать домой. В электричке уже полно народу, хотя мы вот только что сели, вот еще 20, по-моему, минут до отправления, да? 20 минут еще до отправления? Да, 15. Вот, а уже полная электричка, и мы еле нашли места, но еще тут есть места. Но чуть-чуть попозже их вообще уже не будет. Вот, так что сейчас посидим, пасьянс пораскладываем.